Всем доброе утро. Скорее просыпайтесь вместе с программой «Утро Якутии». 9 июля на календаре, долгожданная пятница. Для многих это последний рабочий день, с чем мы вас и поздравляем. И всю эту неделю вместе с вами были мы, дежурный эфира Катерина Винокурова, Павел Танин. Да, и сегодня не будем нарушать нашу традицию. Также подготовили много всего интересного, полезного, познавательного для того, чтобы день начинался бодро, весело, и вы зарядились энергией на весь вот сегодняшний местами психологически трудный денек, потому что пятница все-таки крайне рабочий день, последний рабочий день недели, его хочется прожить. Что же сегодня? Расскажем о многом, расскажем, как раз в Якутске живется страусом Эму, приготовим по традиции в пятницу какой-то необычный завтрак, поговорим в том числе и про игры Манчары, которые идут в горном районе. Второй соревновательный день завершился там. Ну, узнаем какую-то такую промежуточную, скажем так, информацию. Ну и, конечно же, традиционные наши рубрики и интересный гость сегодня у нас будет. А также по традиции мы закончим наш эфир музыкой на крыше. Не забывайте про средства обратной связи. Это WhatsApp номер 8 914 273 4488. А также наша страница в Инстаграме всегда открыта для вас. Подписывайтесь и следите за свежими последними новостями. Да еще мы есть в YouTube, там также можно посмотреть записи наших выпусков, ну, повторы фактически. Ну а прямо сейчас имеет смысл поговорить о погоде. Какой же день нас сегодня может ожидать? В центральных районах Якутии сегодня плюс 20, плюс 22 в Заречной группе, плюс 19, плюс 22. В южных районах плюс 18, плюс 22. В Вилюйской группе плюс 19, плюс 22. В Нижнеленских районах плюс 18, плюс 22. В западных плюс 13, плюс 21. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 9, плюс 21. В Янских плюс 12, плюс 17. На северо-западе плюс 6, плюс 10. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 22 градуса, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза, ветер южный, а также юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до плюс 31, плюс 33 градусов. Ну а далее передаем слово информационной службе. С последними новостями нас ознакомит новостной обозреватель Валерия Наумова. Доброе утро! В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Многодетным семьям в Якутии вручили первые единые социальные карты. Республика входит в десятку регионов страны с самым высоким уровнем рождаемости. Как отмечается на сайте регионального правительства, в этом году свыше 7 миллиардов рублей направят в Якутию на реализацию национального проекта «Демография». Из них на мероприятия по финансовой поддержке семей при рождении детей предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. Карту смогут оформить жители городов Якутск, Нерюн, Гринюрьба, Мирный и села Бергедистях, относящиеся к льготным категориям, достигшие 14-летнего возраста, уточнили в Мининновации Якутии. К 2022 году планируется распространить действие сервиса на всю территорию республики. Опубликован список самых невостребованных профессий этого лета. Анализ проводил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Он изучил более 500 тысяч вакансий, опубликованных на сайте за 1,5 месяца лета, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего. На первом месте врач-трансфузиолог. Это специалисты, которые лечат заболевания плазмы и крови. На втором месте вакансия котломойщика. Заведения общепита ищут людей без опыта работы для мытья кухонного инвентаря. Замыкает тройку самых невостребованных профессий механик-перегонщик каршеринга. Разыскиваются кандидаты со стажем вождения от 2 лет, которые по ночам будут перегонять автомобили в сервис или на автомойку, производить мелкий ремонт и строго соблюдать правила ПДД.
Между тем, перейдем к самым высокооплачиваемым профессиям. Там список возглавляют разработчик приложений, оценщик автомобилей, чайный мастер и монтажник систем вентиляции и кондиционирования. На этих позициях можно получать более 100 тысяч рублей. Об этом говорят данные исследования рейтинга профессий сервиса «Работа.ру» в результате мониторинга более 200 тысяч вакансий. По данным Росстата, в 2020 году медианная зарплата в России выросла до почти 35 тысяч рублей. Медианная зарплата показывает уровень зарплат по стране таким образом, что половина работающих граждан получает меньше этого показателя, а половина больше. Алроса выделит около 90 миллионов рублей на дополнительный проезд работников здравоохранения и образования Мирнинского района, а также сотрудникам дочерних обществ компаний в районах Крайнего Севера. С 1 января следующего года работники получат 45 тысяч рублей на дополнительный проезд. Льготу раз в 2 года могут получать те, у кого трудовой стаж более 3 лет. В Айхальской больнице примерно 300 таких сотрудников. В МЦРБ 770 и более 1000 работников в Мирнинском районном образовании. Я хочу подчеркнуть, что к работникам образования мы также относим работников детского дошкольного образования. Это работники АНДО «Алмазик», которым мы тоже планируем с 1 января 2022 года такую льготу предоставлять. К этой минуте у меня все новости. До свидания. Спасибо, Валерия. Ну а в самом начале программы мы напомнили, да, что продолжаются в горном районе в селе Бердигистях 21-е спортивные игры Манчары. И второй соревновательный день завершился, причем по итогам состязаний на играх завершились самое главное соревнование по пулевой стрельбе, и в командном состязании первое место заняла команда Мегина Хангаласского района. Также стали известны имена победителей среди юниоров в гиревом спорте. Всем вчера призерам вручили награды на площади Победы села Бердигистях. Напомним, что в 21-й спартакиаде по национальным видам спорта участвует 40 команд по 4 группам. И сегодня наш корреспондент Анна Васильева встретится с представителями Нюрнбергского района. Анна, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро, Павел. Приветствую вас с горного района, где сейчас проходит 21-я спартакиада национальных видов спорта «Игры Манчары». С Нюрнбергского района в этом году участвует 31 спортсменов и 6 делегатов. Нюрнбергцы в этом году будут состязаться по 7 видам. Это легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, хапсагай, северное и национальное многоборье. Ну а прямо сейчас рядом со мной находятся призеры по северному многоборью Анатолий Попов и Диана Павлова. Доброе утро, Анатолий, доброе утро, Диана. Ну, каковы ваши впечатления от игр? Доброе утро. Ну, впечатления очень хорошие, так как это 21-е игры. Для меня это уже 3-е игры. Ну, вообще организация очень хорошая. Вот заселили в новых квартирах и питаемся очень хорошо. В частности, вот по вашему виду, северному многоборью, каковы ваши успехи за 2 дня? Ну, за 2 дня в северном многоборье в копилку пока у нас 10 медалей. В северном многоборье 5 видов. У нас прошел тройной национальный прыжок, бег с палкой, и вчера прошли метание аркана. Еще осталось 2 вида. В легкой атлетике у нас по девушкам тоже на 100 метров 3-е место заняли, и гиревики, и 2 медали вчера завоевали. Диана, а каковы твои впечатления от игр? Мои впечатления – это, получается, мои 2-е игры. Мне 18 лет, сейчас. Я получила медальку за дисциплину аркан, но это была медаль уверенная медаль. Я с уверенностью выступала и шла только к золоте. И мои оправдания
все. Анатолий, вот это ваши не первые игры. Чем вот эти игры отличаются, на ваше мнение, от предыдущих? Ну, эти игры, как бы в связи с пандемией, к сожалению, без зрителей идут, но тем не менее все равно настроение такое хорошее, потому что спортсменов очень много, около 2000 человек. И все равно такое вот настроение хорошее у всех, несмотря ни на какие проблемы. Вот. А какие виды еще остались по Северному многоборью? Осталось еще метание топора на дальность и прыжки через наты, 2 вида. Вообще, как долго вы готовились вот, к 21-й спартакиаде? Мы готовимся постоянно, тренировочный цикл не прерываем. Все равно, ну, сильно вот именно к играм Анчары начали, ну, год мы готовимся. А так республиканские соревнования не пропускаем, постоянно выезжаем. А кто сейчас вот по Якутии лидер по Северному многоборью? Ну вот, по итогам сейчас 3 видов лидеров в командном зачете идет Черепчинский улус, затем Мегин и Кангаласский улус и затем Ниренгринский на 3-м месте. Спасибо. Давайте пожелаем удачи команде сборной Ниренгринского района. Ну а вы, дорогие телезрители, сможете следить за 21-й спартакиадой по национальным видам спорта игры Манчары на каналах НВК Саха, Якутия 24, Мамонт, а также на YouTube-канале НВК Саха. Анна, вот скажите, как бы ваше вообще впечатление об организации соревнований, то есть, ну, речь идет не только о спортивных, понятно, что про спортивные мы тоже хотим узнать, но и неспортивные моменты, то есть это какие-то досуговые мероприятия и так далее. А как вам вот общая организация и как игры проходят? Организация очень хорошая, никаких проблем нет. Я думаю, наоборот, сейчас в этих играх без зрителей проходит, но зато тем временем, телевидение очень хорошо работает, усиленно уже даже вдвойне, втройне, да, потому что прямой эфир, наоборот, я думаю, получается намного вся республика смотрит. Спасибо. Ну, на этом у меня все. Следите за последними событиями игр на наших телеканалах. Спасибо, Анна. Спасибо. Что ж, а мы, продолжая нашу спортивную тему, предлагаем сделать утреннюю зарядку со Светланой Кобяковой. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох. И на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох. И на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох. И на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо. И выпрямили голову, вдох. И на выдохе опускаем голову вниз. Давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим
Вверх поднимаем почти до ушей. Вперед округляем спину. Назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И Сань. Отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И Сань. Хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе. Начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И Сань, хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Что ж, мы тоже немножко взбодрились, потянули свои мышцы, насколько это возможно. Но на этой неделе мы узнали, что в этом году отмечает круглую дату один из шедевральных культовых кинофильмов «Форрест Гамп». И через это мы также узнали, что Том Хэнкс наш с Катей фактически один из любимейших актеров. Да, и не только наш, но и, наверное, многих. Да, больше половины земного шара, я уверена. Да. Вообще, Том Хэнкс, мне кажется, очень замечательный человек. Лично я с ним пока еще не знаком, но я думаю, что все впереди. Он очень классно ведет свой твиттер, что интересно. Я, кстати, не подписана в Твиттере. Я заглядывал к нему на страницу, я просто делал такое сравнение. У многих звезд Голливуда и так далее, у них в описании профиля написано там что-то из разряда, ну, допустим, Леонардо Ди Каприо, актер, продюсер, туда-сюда. А у него что? А у него просто, что иногда я снимаюсь в хороших фильмах, иногда не очень. Иногда я в хорошей форме, иногда не очень. И вообще, зачем вы это читаете, у вас есть своя жизнь. Мне очень понравилось. Мне кажется, все-таки все фильмы с его участием, они великолепные. Ну вот хорошо. Первый фильм с Томом Хэнксом, который ты посмотрела? Это было в далеких 90-х годах. Я была совсем еще ребенком. У нас была кассета VHS, если я не ошибаюсь, да, называлась. И я пересматривала фильм под названием «Большой». Там еще молодой Том Хэнкс, очень симпатичный. Хотя он и сейчас такой, ничего, я думаю. Ну, а мой первый фильм, я боюсь ошибиться, конечно, но, по-моему, как раз «Форрест Гамп» и стал первым фильмом с Томом Хэнксом, который я посмотрел. Но больше всего мне нравится его персонаж, как он сыграл это в кинофильме Стивена Спилберга «Спасение рядового Райана». Ну и сегодня нашему любимейшему актеру исполняется 65 лет целых, представляешь? Мы его поздравляем, конечно, он нас не услышит. А почему нет? Тем не менее, а вдруг? Он зайдет на YouTube-страницу, на YouTube-канал «Утро Якутии» и посмотрит этот выпуск и обрадуется. Ему будет очень приятно. Ну, а у кого еще сегодня день рождения? И какие события сегодня отмечаются? Узнаем в нашей рубрике. 9 июля – День независимости Аргентины. Страна приняла Декларацию независимости в 1816 году. По народному календарю, если 9 июля идет дождь, то все лето до сентября будет мокрым, а хорошая погода предвещает тепло и солнце 7 недель подряд. 9 июля 1762 года в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. В 1791 году в этот день русская армия нанесла поражение
поражение турецким войскам в Мачинском сражении. Оно стало последней крупной битвой русско-турецкой войны 1787-1791 годов. 9 июля 1868 года вступила в силу 14-я поправка к Конституции США. Она гарантирует гражданство страны всем лицам, рожденным на территории штатов. 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. В этот же день и год в лондонском пригороде Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. 9 июля 1751 года родился Николай Шереметьев, русский меценат, покровитель искусств, граф. 9 июля 1931 года родился Андрей Капица, советский географ и геоморфолог. 9 июля 1938 года родилась Лия Ахеджакова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. 9 июля 1950 года родился Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, 4-й президент Украины. В этот день в 1956 году родился Том Хэнкс, американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер. 9 июля 1964 года родилась Кортни Лав, американская актриса и певица. Именины в этот день празднуют Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон. Сегодня, помимо прочего, отмечается международный воскресенье. Ну, Да, в это воскресенье. как правило, мы в воскресенье в эфир не выходим, поэтому для нас сегодня отмечается Международный день рыбака. И в нашей республике, наверное, каждый второй мужчина имеет дома как минимум хотя бы одну удочку или спиннинг, или сети для ловли рыбы. У тебя есть? У меня нет, я вот тот первый, у которого нет. Но в последнее время от мужчин не отстают и женщины, так что можно сказать, что рыбалка – это поистине народное развлечение. Ну а кто сможет лучше рассказать о рыбалке, чем рыбак? И сегодня у нас в гостях Виктор Архипов, рыбак со стажем. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну расскажите, пойдем от истоков, с чего ваше увлечение началось? Вообще изначально знакомство с рыбой произошло, вот, взрослые раньше же ездили, бреденили, да, ну, так скажем, вот раньше на Петуховке было. И молодежь подбирали как рапсила, грубо говоря, собирать рыбу с сетей. Как бы это было первое знакомство. Потом далее уже удочка пошла, уже более-менее как становление рыбака, да. Уже после студенческих лет, по приезду обратно в Якутск, уже к спиннингу начали подтягиваться, там, закидушки. Ну и вот так вот все потихоньку как бы начало вертеться, и вот на сегодняшний момент, ну, можно сказать, как бы рыбак, ну, не с большой буквы, но как бы опыт есть, да, со стажем это получается, точно. За сколько лет примерно вы уже? В этом рыбном деле? Со спиннингом, наверное, с 5-го года, грубо говоря. Но на самом деле спиннинг там тоже свои нюансы есть, то есть если раньше, например, купили палку, например, да, на рынке, на китайской, 1000 рублей, готовая там катушка, и радостно ходишь по берегу, как бы. А на самом деле это, ну, искусство, подобрать надо снасть. То есть сейчас вот более-менее уже как бы снасть отточенная, ну, как говорится, и вперед. Ну вот наперед забегая, да, в чем тонкости вот выбора, допустим, того же спиннинга? Ну, на что обратить внимание? Вот я, допустим, человек, который я, в принципе, да, хочу себе приобрести, к примеру, спиннинг, но я пока не знаю. Новичкам, да? Да, новичкам, скорее вот с чего всего, начать. какая-то рекомендация? Для новичков, не знаю, самый обычный, как бы, первый спиннинг можно взять там до теста 10-15 грамм, да, там средний строй. Не толстую леску там, потому что с толстой ты далеко не закинешь, как бы, и чувствительность проводки, ну, пропадет, грубо говоря. Как бы для начала это вполне достаточно. Ну а там уже с повышением уровня своих знаний, как бы, с опытом уже под себя будешь подстраивать конкретно снасть. Вы же еще, насколько мы знаем, не только летом, но и зимой также. Да, зимой. Причем чаще, да? Зимой чаще, да, и зимой получается чаще с детьми выехать, как бы дети на становление рыбацких навыков детей у нас, ну, в зимней рыбалке пошло, как бы. С этого года мы детей начали уже на спиннинг подсадили, у них сейчас свои спиннинги. Вот буквально вот на той неделе первый выезд с ними сделали. И желание рыбачить приходит с первым уловом, я вам так скажу. То есть у них уже был? Все, у них вот первый улов был, и все, они сейчас
поехали. А сколько им лет? Старший 11, младший 7 лет. Да. Ну вот про особенности зимней рыбалки, да, тоже вот имеет смысл, наверное, спросить. То есть понятно, что отличается. Вот на кадрах, допустим, сейчас что происходит? видим, да. Показывай. Это мы в Жиганске в марте месяце. Нас пригласили в гости, ну и заодно и порыбачить. Трофеев, конечно, там не получилось поймать, но ощущения за неделю мы нормально взяли. Это вот тоже в этом году было, наверное, в январе. Старше не было, с младшей ездили, как бы рыбачили. О, профессионал маленький. Но вы больше предпочитаете зимнюю или летнюю? На самом деле и то, и то. Свои прелести. Да, мы каждой. вот в прошлом году взяли лодку, и сейчас, получается, летом просто больше возможностей стало. То есть можно покататься, посмотреть туда-сюда. А зимой, в принципе, ты приезжаешь на одно место, ну и как бы и сидишь. Там максимум 5, 6, 10 лунок сделал, поискал рыбу, как бы, ну и все. То есть летом, конечно, в этом плане, ну, веселее. Покататься, места новые поискать, там, туда-сюда. Но мы знаем, что вы также втянули не только детей, но и супругу свою. Ну, на самом деле, супруга уже была с багажом знаний, когда мы познакомились. И, грубо говоря, может, за счет этого у нас как бы и образовалась ячейка общества, да, потому что как бы общее занятие. Общее увлечение. Да, и сейчас мы как бы начинаем, ну, больше прогрессироваться. То есть все равно между собой у нас соревнования начинаются, там где-то что-то в Ютубе посмотрим, советы там, ну и вот так вот снасти, не снасти, там уже друг друга, как говорится, лодки подталкивать, ну, там, возьми другую, что там с одной сидишь, не клюет. Вот так вот. Соревнуетесь? Да. Ну, конечно, это все равно сейчас уже и дети тоже сейчас начинают. Как бы, у меня больше рыбка, я первую поймала. Да, ну а вот где вот сегодня, допустим, в черте города, ну, недалеко от города, лучше всего рыбачить? Вот есть какие-то такие места? Ну, опять-таки, у кого какие возможности, да? Кто-то может с берега ходит, там, ну, можно по 202-му, по 203-му походить, там, то Гина съездить. У кого-то есть если лодка, тот может и подальше, там, Градский берег, ну, например, вот и Петровская, куда там, уже по Жатаю, по Тулаги. Ну, то есть, как бы, на самом деле мест много, просто возможность, если есть, то, конечно, будет лучше. Виктор, а помните свой самый большой улов, самую большую рыбу, которую поймали? Ну, похвастаться, конечно, пока нечего. Максимум это 4 килограмма щука была у меня. Ну, у жены 5. Как бы она на шаг впереди. Как всегда. Ну вот про город мы поговорили. Возьмем масштабы по республике, где на кого лучше всего рыбачить. Ну, допустим, скажем так, топ-3 самые популярные рыбы для рыбаков, ну, в плане рыбной ловли, вот где их лучше ловить в нашей республике? Ну, не знаю, есть большие фанаты горных речек, да, это, то есть, ну, Тамень, там, Ленок, Хариус. У нас это, кстати, галочка в делах будущих. Кто-то предпочитает там, ну, щуку, окуня, то есть не надо далеко ехать, грубо говоря, выехал на реку. Например, вот в Башкирии есть Нефтекамск город, да, там речка Белая. Она узкая, но судоходная, но там, опять-таки, лечь под лещик. То есть, ну, предпочтения, желания у всех разные. Как бы там такого, чтобы конкретно совета или что-то, нету такого. Ага. А вот есть еще такое понятие кулинарное уже, да, это рыбацкая уха. То есть, я так понимаю, на месте пойманное сразу приготовить. Есть ли какие-то тонкости вот ее приготовления? Да на самом деле как бы нет тонкостей, там все зависит от фантазии повара или от ингредиентов, которые ты с собой взял. То есть в любом случае уха на природе, на костре, на огне, она не на плите домашней, правильно? Как бы там, по сути, как бы нету никаких тонкостей таких сильных. Виктор, ну вы рыбу ловить любите? Любите ли вы ее есть? Да, безусловно. Любимый вид? Щука, окунь. Ну, в принципе, все, что ловим, то и едим. Как бы долго не затягиваем, или щуку на фарш, потом зимой крутить, или сразу на сковородочку, там можно духовку сделать. Ну, там все по желанию, как бы. Ну, и опять-таки после рыбалки, насколько усталость. То есть иногда ты приезжаешь, как бы уже выжатый, как лимон, и просто быстрее рыбу в холодильник, спать, а утром уже начинаешь ее чистить. Ну вот последний вопрос в завершении беседы нашей.
какие-то советы для тех, кто, вот, не знаю, сегодня посмотрел на наш выпуск, наш эфир, и вот решил, все, тоже завтра уже суббота, я поеду на рыбалку свою первую в жизни. Не стесняйтесь интересоваться, любопытствовать. У тех же, например, если ты вышел первый раз на берег, да, у тех же рыбаков, которые с тобой рядом, например, ходят, ну или которые тебе по дороге как бы попадаются, да, не стесняйтесь подходить, спрашивать, там, на какие снасти рыбачить, ну, где там привилегия больше к местности, туда. Ну, как бы не надо стесняться. Это на самом деле очень хорошее занятие. И я говорю, она затягивает с первой пойманной рыбы. Вот. Я в прошлом году поймал 2 окуней своих первых в жизни и пытаюсь теперь купить спиннинг. Что ж, мы вас поздравляем с праздником. Наступающим праздником. Спасибо. Желаем вам отметить ее в кругу семьи, где все рыбаки, да? Да, и, конечно же, желаем большого, самого крупного улова, жену обогнать, в конце концов. Отличное увлечение, Спасибо. успехов вам. Спасибо за то, что пришли к нам этим утром. И хорошего дня, конечно же. Ну а пришло время снова передать слово нашему новостному обозревателю Валерии Наумовой. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем следить за событиями. В студии Валерия Наумова. Российскую экономику перевернут главные процессы ближайшего десятилетия. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. В первую очередь говорится о переориентации на производство водорода. Он назвал эту деятельность уникальной возможностью для России, которая также подразумевает и большие конкурентные риски. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные цифры. И это колоссальный вызов, который затронет всех от промышленности до науки, заявил Чубайс. Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» подтвердил научный журнал Nature. Об этом говорится в статье, посвященной препарату. Журнал отмечает, что «Спутник Ви» успешно применяется в 67 странах. Данные из России и многих других стран теперь показывают, что эта вакцина безопасна и эффективна. В частности, издание приводит цифры, согласно которым российский препарат на 91,6% эффективен для предотвращения COVID-19. Для граждан без определенного места жительства поручили разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи. Поручение для Минздрава совместно с Минтрудом и Фондом обязательного медицинского страхования дала вице-премьер России Татьяна Голикова. Отмечается, что задание должно быть выполнено в срок до 30 октября 2021 года. Также до 20 сентября Минтруд совместно с МВД должны проработать вопрос о возможности развития системы профилактики бездомности и доступной помощи гражданам без определенного места жительства. Аномальная жара и частичная засуха в некоторых регионах России привели к тому, что заготовки кормов для животных снизились на 15%. Минсельхоз решил перераспределить сырье между субъектами, чтобы отрегулировать на них цены. Директор департамента животноводства и племенного дела Дмитрий Бутусов заявил, что к 5 июля было заготовлено около 4,5 миллионов тонн кормов. Это значительно меньше, чем годом ранее. При этом объем переходящих остатков всего 5,5 миллионов тонн, то есть около 15-17% от годового потребления. Эксперты уверены, что при распределении кормов между регионами будет увеличено плечо доставки, а это приведет к дополнительному урожаю грубых и сочных кормов и отразится на итоговой стоимости молока. На этом у меня все новости. Хорошего вам дня! Спасибо, Валерия. Ну, у нас тоже есть немножко интересных новостей. Совместная разработка компании Алтех и Тартурского университета беспилотный микроавтобус, который управляется дистанционно, выехал на улице Тарту в понедельник. По данным Тартурского университета, автобус является первым в мире беспилотником, который работает на водородном топливе. Сообщается, что транспортное средство, рассчитанное на 6 пассажиров, на первом этапе будет работать в тестовом режиме.
Кроме того, разработчики заявляют, что беспилотный автобус экологически безопасен, поскольку во время движения выделяет только воду и тепло. Планируется, что новинка будет использоваться для перевозки пассажиров от крупных транспортных узлов в отдаленные районы города. Главное, чтобы без вреда, да, для экологии, для без экологии. выхлопных газов. Ну а мне интересно, вообще, если в Якутске весь транспорт общественный перейдет на вот беспилотное управление. Я была бы очень рада. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки ситуация на дорогах, это вообще не только у нас в городе, а в России В целом. такая, что водитель там нужен, потому что автопилот, который четко вот так по правилам, Ну, как бы конечно, да. нужны человеческие качества в виде небольшой наглости где-то наоборот предусмотрительности и таких вещей. Все-таки человек – это незаменимый. Да. Незаменимое, да. Но опять же нужны профессионалы, которые бы все это обслуживали. Ну а вообще любой путь науки и профессионалов начинается с чего? С образования. Вот. Так, в самом разгаре идет приемная кампания в вузы и СУЗы. Стартовала она и в Хандыге, в горно-геологическом техникуме. Да. В этом году техникум планирует принять 150 абитуриентов по 8 специальностям для подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих служащих. Да, подробности об этом у наших коллег. В новом учебном году в горно-геологический техникум на базе 11 класса можно поступить на маркшейдеров, техников аэрофотогеодезистов, машинистов бульдозера, экскаватора, машинистов конвейера и машинистов мельниц, подземных автослесарей. А после 11 класса на такие специальности, как горный техник-технолог, горный техник-разведчик и наладчик технологического оборудования. В этом году свыше 130 студентов были охвачены производственной практикой именно на предприятиях, горнодобывающие предприятия, Якутсгеология и дорожные предприятия. И спрос на рабочие специальности, на технические специальности растет. По некоторым специальностям даже мы не все заявки предприятий закрыли. Поэтому должен быть интерес для абитуриентов. Кто хочет получить рабочую специальность, быстро найти работу, хорошо оплачиваемую, тогда они могут поступить в наш горно-геологический техникум. Техникум имеет договоры на прохождение производственной практики почти со всеми промышленными предприятиями республики. А как известно, практика дает студентам возможность дальнейшего трудоустройства. База для обучения специалистов, маршрутиров горно-геологического техникума очень достойная, хорошая и отвечает по всем современным стандартам обучения и получения специальностей маршрутера. Студенты после первого курса проходят учебную практику. После второго курса едут на производственную практику. С 2011 года горно-геологический техникум окончили около 700 выпускников. Из них свыше 80% трудоустроены. Окончил профессию автослесарь, водитель категории БЦ, а также оператор заправочной станции. Параллельно я обучался в вечерней школе, получил 11 классов образования, сходил в армию и снова поступил в горно-геологический техникум на машиниста на открытых горных работах. После чего я устроился на рудник Нежданинский. Работа мне там очень понравилась и платят хорошие деньги. Подробную информацию о поступлении можно найти на официальном сайте горно-геологического техникума. Приемная кампания продлится до 25 августа. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Доброе утро. Домашние кошки и собаки – это, конечно, очень хорошо и мило, но иногда хочется какой-то экзотики в нашем городе. И не поверите, Но такая сначала экзотика есть. Так, например, в Мархе есть целая страусиная ферма. Вот о том, как там живут страусы Эму, расскажет Полина Долинская. Наверное, какой-то интерес просто спортивный. Ну почему? Везде же разводят, по всей России разводят. Хоть она считается австралийская птица, но существует множество ферм
страусиных по всей России. И Сибирь, и Дальний Восток, в общем, везде есть. Ну, почему мы хуже? Поэтому было страшно, жутко. А эму растут небольшие. Это те до 2,40 могут вырасти. И в 10 месяцев это уже готовая птица для забоя. Ну, грубо говоря, все равно это мы держим для души. А фермы на материке их держат на что? На мясо. Какие у них есть еще своеобразные повадки, допустим, как у людей, черты характера? Сама по себе очень любопытная птица. Они помнят хозяина, они реагируют на посторонних, на блестящие, на шнурки, на телефон. Был случай, когда у нас они пытались тащить телефон. Их помещение от остального помещения, где находятся фазаны, например, отделено просто шторкой. Ни двери, ничего там нет. Плотная штора. Значит, что они делали? Находили маленькую дырочку и расклевывали до такого размера, чтобы у них просовывалась голова. И вот в эту дырку в шторе они как бы наблюдали за всеми остальными. Все-таки мозг есть. Страус боится, он прячет голову в песок. Так это неправда. Это вымысел, такого нет. Действительно, в наших мультфильмах и во многих зарубежных мультфильмах страус прячет голову в песок. Он этого не делает, даже не пытается. Осень. Будем убирать цветы, будем все это убирать. Они безумно любят настурцию. Я в том году даже забирала у знакомых, когда все отцветает, все это. Другие цветы не едят, другую траву не едят, а настурцию с удовольствием. Не знаю почему. Что ж, уже через буквально 10 минут нас ждет наша пятничная традиция в виде выступлений на крыше. Кто там будет, расскажем попозже. А прямо сейчас у нас наша другая пятничная традиция. Да, пришло время для вкусного, полезного завтрака. И сегодня вместе с управляющей семейным кафе «Карлсон» Вероникой Шульгиной мы приготовим вкусные драники. Да. Доставайте листочки, ручки и записывайте. И сметану рецепт. тоже. Всем доброе утро. Меня зовут Вероника, и я управляющий семейного кафе «Карлсон». Сегодня мы приготовим с вами картофельные драники. Здесь у меня в миске натертый картофель и кипятком ошпаренный, чтобы он не потемнел. Также у меня есть одно яйцо. Да, картофель у меня 180 грамм. Мука 20 грамм. Соль, перец, зелень. Но это уже по вкусу, кто как. Может, кто-то красный перец. У меня вот черный перец, соль и укроп. В картофель добавляю яйцо одно. Муку высыпаем. Буквально щепотка перца, даже я много взяла. Соль и укроп свежий. Вот такая у нас получилась масса. И сейчас мы нагреем сковороду. Я жарю на смеси растительного и сливочного масла, потому что это получается вкуснее. На среднем огне, чтобы картофель не горел и чтобы он успел приготовиться внутри. До золотистой корочки с двух сторон. Немного утрамбовываем, чтобы они прожарились внутри. Накрыть крышкой, чтобы картофель наш дошел. Драники наши пожарятся, и мы сверху потом поджарим одно яйцо, глазунью из одного яйца, и сверху на драники выложим. Также можно очень вкусно к этим драникам слабосоленую рыбку, семга, червь, ну у кого что есть. Все, я думаю, это достаточно. Лопаткой выкладываем на тарелочку. И сейчас я поджарю одно яйцо вот в таком кольце, чтобы это было красиво.
Так, можно присыпать свежей зеленью. Все, наш завтрак готов. Приятного аппетита! Что ж, спасибо Веронике за то, что раздразнила нас этим утром. Даже ароматы доходят как будто через экран. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Ну а мы от пищи телесной переходим к пище духовной. Да, сегодня познакомимся с творчеством Дмитрия Налбандяна. Художник успешно работал в разных жанрах, а еще Налбандян единственный, кому позировал Иосиф Сталин. Отдельного внимания заслуживает целая серия картин, посвященных Индии. Одна из них, Калькутта, хранится в коллекции Национального художественного музея. Чем же заворожила художника эта удивительная древняя страна, расскажет наш музейный гид. Дмитрий Аркадьевич Налбандян – удивительный художник, солнечный, темпераментный, южный. В XIX веке Восток занимал умы и мысли многих творческих людей, поэтов, музыкантов, художников. И художник Дмитрий Налбандян тоже несколько раз посещал эту удивительную загадочную страну и в нее влюбился. У него есть 300 с лишним работ, посвященных Индии, и за эту серию он получил премию Джавахарлала Неру. Посмотрите на эту замечательную картину. «Калькутта. Уличная сценка». Она была написана в 1970 году. Южный красивый город. В воздухе плывут ароматы диковинных фруктов, цветов, пряностей. Интересен второй план картины. Обратите внимание, левая часть – это постройки древнего храма. Удивительные очертания, красивые, колоритные, восточные. А правая часть – это более современные постройки с более скромными формами. На первом плане мы видим мальчика, уличного торговца. Его лицо спокойно, поза расслаблена. Видимо, это торговец из касты вайшии. В основном этим занимались мужчины. Мы видим человека, который очень ценит и любит свое ремесло, он спокоен, он нетороплив. На Востоке все происходит спокойно, и торговля в том числе. Ведь самое главное – это не получить прибыль, а сам процесс торговли. Времена проходят, дни, недели, часы, а фигура маленького торговца спокойно, неторопливо. Он знает, что и сегодня, и завтра, и всегда он будет торговать. Это его работа, это его ремесло. Николай Рерих посвятил Индии такие строки. «Дух мечты ничто не изменило, и ничто, наверное, на земле нас с такой силой не манило, как манила Индия к себе». Ну и продолжая тему искусства, портрет Далай-ламы из 225 кубиков Рубика, созданный анонимным французским художником, уличным художником, известным под псевдонимом Инвейдер, был продан в понедельник с аукциона в Париже за 468 250 евро. Торги состоялись в день рождения буддийского духовного лидера, которому исполнилось 86 лет. Организаторы ожидали выручить за портрет Далай-ламы по меньшей мере 300 тысяч евро. По данным аукционного дома Art Curial, на создание работы художника вдохновила его поездка в Тибет, которую он совершил в 2000 году. Инвейдер знаменит своими мозаичными панно с изображением пиксельных героев видеоигры Space Invaders 1978 года выпуска. Эти композиции регулярно появляются на улицах городов по всему миру. В 2005 году Инвейдер создал из 330 кубиков Рубика свою версию портрета Мона Лизы, которую затем продали с аукциона за 480 тысяч евро, более чем в 3 раза дороже ее оценочной стоимости. Вот как-то статистику я заметил, что в районе 460-480 работы Инвейдера продаются. Что ж, а мы на этой прекрасной ноте
заканчиваем наш пятничный эфир. Хотим вам на прощание пожелать незабываемых выходных, обязательно хорошего настроения, закончить вам все дела сегодня, все недельные планы, докончить до конца. И вечером со спокойной душой, с распростертыми объятиями встретить выходные и отлично их провести. Ну, мы на этом немножко уже прощаемся. Да, не забывайте включать канал НВК Саха и Якутия 24 уже в понедельник и встречайте утро нового дня вместе с нашими коллегами. Да. Мы с вами встретимся, конкретно я, уже через неделю, а Катю мы сегодня поздравляем с отпуском, увидим только осенью. Спасибо, а прямо Паш. сейчас перемещаемся на нашу крышу, где нас уже ожидают скрипач Дмитрий Шугушев и очаровательная Алена Дегтярева, которые готовят нам музыкальный сюрприз. Ура! If you got me like, ooh, what you want from me? And I tried to hide pretty hard about the price to pay. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart. So you can turn me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, baby, I'm as far just to get it close to you. Can we burn something there? And I run from miles just to get a taste. Must be love on the brain, yeah. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, and it keeps pushing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Baby, keep loving me, just love me, love me. All you need to do is love me. Got me like, I'm tired of being played like a violin. What do I gotta do to get in? You motherfucker. Baby, like don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Ooh, oh baby, I'm as far just to get it close to you. Can we burn something there? And I run from miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but